Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 20 и 21 июня в городе Владивостоке прошла 9-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока», где в формате дискуссии федеральные и региональные органы власти, представители институтов развития, эксперты, деятели науки и представители общественности обсудили актуальные вопросы демографической политики и выработали решения по улучшению демографии. Об итогах конференции поговорим сегодня. Гостья в студии Елена Волкова, министр труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. 9-я Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока». На каких темах был сделан основной акцент? Я хочу отметить, что действительно Министерством по развитию Дальнего Востока уделяется очень большое внимание вопросам демографического развития непосредственно Дальневосточного федерального округа. Ну и вот, как вы отметили, 9-й раз такая конференция, она ежегодная, прошла в этом году во Владивостоке. На этой конференции собираются все регионы Дальнего Востока. Это, во-первых, и органы исполнительной власти, которые курируют непосредственно этот вопрос. Конечно же, это общественность, это наука. И что в этом году примечательно, мероприятие было проведено теперь уже совместно с Минтрудом Российской Федерации. Это главный орган исполнительной власти уже на федеральном уровне, который отвечает за демографическое развитие в целом по стране. И было проведено такое совместное мероприятие, на котором были рассмотрены в первую очередь, конечно же, это какие меры поддержки необходимо сегодня применять для того, чтобы поддержать сегодня семьи в решении иметь детей, да, потому что понятно, что сегодня это вопросы, связанные и с воспитанием детей, с их образованием, это жилищная политика, поэтому практически на всех площадках вопросы улучшения жилищных условий ставились как со стороны субъектов Российской Федерации, так и со стороны экспертов. Были обращены соответствующие предложения в адрес федеральных органов власти. Ну и, конечно же, кроме, так скажем, такой вот финансовой, материальной поддержки, конечно же, очень важное значение сегодня уделяется именно повышению самого статуса, да, семьи, роли семьи, многодетной семьи. Ведь недаром в этом году президент страны в начале года принял указ о дополнительной поддержке многодетных семей, которая сегодня разворачивается, его реализация по всей уже Российской Федерации, в том числе в нашей республике. Вот. Поэтому такие вот вопросы связаны в том числе и с теми механизмами, которые бы популяризировали институт семьи, все эти вопросы были рассмотрены. Вот. Ну и хотелось бы отметить, что мы выезжали достаточно представительной делегацией для того, чтобы на всех площадках были, во-первых, озвучен наш опыт республики, ну и, конечно же, по направлениям данных площадок республика высказалась и внесла свои предложения. Например, две площадки очень интересные были. Это по многодетной семье, которую мы организовали непосредственно по поручению Минтруда Российской Федерации. Вот. И была площадка по поддержке молодой семьи и развитию инфраструктуры, начиная, с таких понятных, да, вот вещей, как обеспечение местами в яслях, в садиках и так далее, и так далее. Вот. Ну и один из таких интересных вопросов был рассмотрен, это о том, как бизнес, как компании, предприятия, организации также участвуют в реализации, так скажем, всеобщей демографической политики, которая провозглашена президентом страны. И действительно есть очень интересный пример, и в том числе у нас в республике. И вот как раз-таки пример такого социального ответственного бизнеса, предприятия, которые реализуют политику, направленную на поддержку семей с детьми среди работников коллектива, у нас представляли авиакомпания «Полярные авиалинии». И хочу отметить, что
Вообще в стране сейчас набирает обороты национальный рейтинг ответственного бизнеса. Этот рейтинг достаточно масштабный. Около 100 тысяч предприятий и организаций принимают участие в этом рейтинге. Там предусмотрено несколько этапов. Сначала это по информации органов власти, да, соответственно, там федеральной налоговой службы и так далее. Далее идет тоже опросники соответствующие. И вот наша авиакомпания «Полярные авиалинии» заняли, во-первых, первое место среди, по номинации за это лучший коллективный договор, вот, что очень значимо для нас. И также заняли 32 место в целом в общероссийском рейтинге. Ну вот я еще раз скажу, 99 тысяч с лишним предприятий приняли участие, и, соответственно, это очень высокий, серьезный показатель. Поэтому коллеги, они также выступали в лице заместителя генерального директора Харитонова Семена Семеновича, на одной из площадок, в частности, вот на площадке по поддержке многодетных семей, рассказали о том, какая практика, опыт сложился в этой авиакомпании, и, соответственно, что немаловажно, выпущен сейчас в целом по стране, курирует Институт демографической политики имени Менделеева, и ими выпущен на основе вот этого рейтинга сборник лучших практик по поддержке семей с детьми, куда вошли как раз вот наша авиакомпания «Полярные авиалинии». Вот. И вот в резолюции организаторы подчеркнули, что опыт Республики Саха-Якутия, в том числе и по развитию семейных корпоративных программ, сейчас это так называется, будет зафиксирован в резолюции, и этот опыт предлагается также распространять. Ну вот я хочу еще отметить, мы об этом тоже говорили, в апреле месяце приняли на республиканской трехсторонней комиссии решение о том, что в этом году будет проведен конкурс уже внутри региона нашего, внутри республики, как раз на выявление лучших практик. И в конце года мы должны подвести итоги и результаты среди наших региональных организаций на лучшие семейные практики, корпоративные программы. А вообще в целом, да, почему сейчас демографической политике уделяется такое пристальное внимание? Вы знаете, наверное, вы слышали о пресловутой демографической яме. Да? Демографическая яма, в которую попала вся страна, это период 90-х годов, когда, в силу понятных экономических причин и общеполитических, соответственно, рождалось гораздо меньше детей, да, чем в предыдущие годы. И вот как раз вот достаточно низкое число рождений привело к тому, что на сегодня число женщин в детородном возрасте существенно сократилось. Оно вот ежегодно фактически падает. И вот девушек, которые сегодня, женщин вошли в детородный период, когда вот как раз приходит время, но численность таких женщин становится гораздо меньше. Это во-первых. Ну и, конечно, здесь также влияет такая тенденция, как сокращение числа детей в одной семье, да, и вообще приходящейся на одну женщину. И есть в статистике такой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости. И вот этот суммарный коэффициент рождаемости, он означает количество детей, которое рождено одной женщиной. Ну, это, понятно, статистический показатель, он такой усредненный, но, к сожалению, вот последние, десятилетия этот показатель сокращается. Вот. Это, конечно, тоже связано с тем, что общество развивается, и женщины сегодня, очень активные, современные, и наши многие молодые люди, да, откладывают время и рождение детей. Да? Поэтому я вот хочу отметить, что вот этот показатель, он достаточно такой серьезный, и для того, чтобы обеспечить простое воспроизводство населения, это
наука, да, соответственно, понятно, да, что детей на одну женщину, то есть на одну семью, ячейку общества должно быть больше 2. Вот. Значит, желательно 3, и, соответственно, поэтому мы понимаем, почему сегодня такое большое внимание уделяется многодетной семье. Потому что многодетная семья — это как раз есть тот ресурс для восполнения тех потерь, так скажем, в результате демографической ямы 90-х годов, которые позволят сохранять численность населения. Мы понимаем, что численность населения — это стратегически важная задача для любой страны. Вот. Поэтому, конечно же, политика направлена сегодня на поддержку многодетной семьи. Меры поддержки будут приниматься и вот сейчас в рамках указа главы республики, который тоже принят вот буквально весной. Будут внедрены 3 дополнительные меры, и они будут внедрены без учета критериев нуждаемости. То есть почему без учета критериев нуждаемости? Потому что эти меры, они подчеркивают именно статус многодетной семьи, и в связи с этим статусом будет предоставляться пакет дополнительных преференций. Напомню, какие-то 3 меры. Это поддержка при оплате за жилищно-коммунальные услуги, это проезд детей школьного возраста до школы, и это питание для ребятишек из многодетных семей. Вот, как дополнительные меры поддержки к тому пакету, который уже реализуется в республике. Ну, мы понимаем, да, что многодетная семья — это уже становится каким-то престижем, можно сказать, да, в наше время становится престижно быть многодетной семьей, учитывая такой уровень поддержки от государства и от нашей республики. 8 июля как раз-таки, да, отмечается замечательный праздник, День семьи, любви и верности. У нас остается совсем немного времени. Вот что бы вы пожелали нашим семьям в этот праздник? Я хочу, во-первых, очень быстро, в рамках времени пригласить жителей города и наших гостей столицы на шествие. Это будет парад семей. Пожалуйста, приходите с семьями, с бабушками, с дедушками, с детьми. Шествие пройдет от площади у Государственного цирка, там будет сбор, и до Комсомольской площади. Завершится большим праздничным концертом, на котором будут чествовать наши золотые семьи, будет награждение очень такой хорошей, сейчас очень популярной наградой общественной. Это «За любовь и верность», и, конечно, другие государственные награды. И 2 конкурса. Приглашаем всех принять участие. Это в параде колясок. На лучшую коляску будет разыгран очень хороший приз, и конкурс видеороликов «Признание в любви». Вот. Приглашаем всех, и молодые семьи, и золотые семьи, всех, кто хочет признаться в любви друг к другу, принять участие в этом замечательном конкурсе. И, конечно, хочу в преддверии, наверное, уже у нас осталась неделя, пожелать всем семьям республики, конечно же, семейного благополучия, любви и верности. Елена Александровна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.